В Чувашию на выходные приезжал первый заместитель председателя Совета Федерации. Редкий визит Николая Федорова обходится без посещения сельскохозяйственной академии. На этот раз ему показали работу лабораторного центра микробиологических исследований, который был создан на базе вуза еще в прошлом году. А после вице-спикер Верхней палаты парламента пообщался с преподавателями и студентами вуза. Ответил на интересующие их вопросы. Мы будем проводить испытания ГМО, линии сои, линии кукурузы, которые актуальны на сегодняшний день. О своих планах работники лаборатории рассказывают важному гостю взахлеб. Пока здесь исследуют образцы картофеля, хмеля, кормов для животных, удобрений, а также воды и почвы. Но возможности центра гораздо шире. В учебном павильоне сельскохозяйственной техники, где стоят тракторы минского производства, тоже всегда многолюдно. Здесь проходит повышение квалификации действующие специалисты, а у будущих инженеров есть возможность изучать технику не по картинкам, а вживую. Сами студенты говорят, копаться в машине куда интереснее, чем корпеть над учебниками. Тем более, когда у наставников умелые руки и голова на месте. Недавно коллектив инженерного факультета Чувашской сельхозакадемии разработал уникальный прототип мобильной хмелесушилки, который по характеристикам превосходит чешские и немецкие аналоги. Аппарат способен просушить 4 гектара хмеля прямо на месте его сбора. Себестоимость такого аппарата около 700 тысяч рублей. Ученые готовятся получить патент на разработку. В мире вообще такого, наверное, я думаю, даже нет, потому что они очень все энергозатратные. Наша задача была именно обеспечить работу сушилки в поле. Плюс к тому применены такие технологии, которые позволяют существенно экономить энергоресурсы. Нельзя перевозить хмель на большие расстояния, потому что вот пыльца, которая есть внутри, именно из-за чего и используют хмель, она высыпается. Мы хотим подобную систему сейчас попробовать на базе КАМАЗа сделать. Больше объема и немножко другая технология. В завершении своего визита Николай Федоров побеседовал с преподавателями и студентами вуза. Вопросы сенатору задавали самые разные, среди них, к примеру, где проще работать – в республике или на федеральном уровне, кто и как осуществляет контроль за реализацией национальных проектов и возможно ли внести корректировки в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» и как-то поощрять не только врачей и учителей, но и производственников на селе. Николай Федоров отметил, что такие предложения звучали еще при составлении целевой программы, теперь в ней должны прописать конкретные положения, подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации. Мы эту госпрограмму распространяем в основном на всех работников села. Не только учителей, врачей, работников культуры, но и на всех производственников, инженеров, зоотехников, агрономов и так далее. То есть наш ответ положительный, и это здорово. Президент нас поддержал. Подытожив, Николай Васильевич предложил сельхозакадемии подумать над подписанием соглашений с Мурманской областью и Республикой Коми. Новейшие лаборатории нашего вуза, а также опыт специалистов могут быть полезными всем сторонам. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.